Салам алейкум, дорогие подписчики. Вы заметили, я никогда вам как это не рассказываю, что я так хочу это быть богатым, жить богато. Нет, потому что в Коране же сообщит, что бери этой жизни сколько тебе надо, но не забывай ахира, жизнь после смерти. Столько надо, столько берем и будем готовиться к Аллаху. Эта жизнь для нас, мусульман, это испытание. Испытание укрепляет человека. Испытание делает человека смелым. Испытание делает человека как сильный. Испытание делает человека бодрый, добрый, милый. Испытание делает человека без страха, не боится никого, кроме Аллаха. Я еще вам расскажу, вот это еще случай, который был со мной очень такой приятный. Это я рассказала, по-моему, вам. Или нет? Ну, ничего, если рассказала, кто-то если заходит сейчас, это только первый раз слушает, еще повторно. Если не рассказала, для вас это у вас будет история. 2025 год, 15 ноября. Это граница Таджикистан и Новосибирск. Ну, Россия. В таможне мы как это проходим. Проходим таможни, спрашивает этот, сотрудник таможни, спрашивает, а я такой-то, не то что, может быть, уставший или как это, у меня паника была. Когда в Таджикистане я была, они, ой, уезжай побыстрее, забери свой ребенка, приезжай обратно в Таджикистан, да, мои близкие, знакомые, все так сказали. А у меня все это, как это, волнуюсь, что как это поехать, как ребенку, как уговорить, как ее убедить, чтобы обратно уехать на родину, потому что мой ребенок здесь учится, как средний учебник. Вот как это ее забрать, это так это я стою, это в таможне, все мысли, не понимаю, что задает вопрос, это сотрудник этой таможни. Она спрашивает, а вы какими целями приехали это в России? А я смотрю, она говорит, на работу? Я говорю, нет. Она говорит, учиться? Нет. Она говорит, гости? Я так смотрю на нее. Я говорю, типа того. Она сделала мне эту миграционку, ставила печать и дала мои документы. Я сказала, спасибо большое. Она говорит, проходите. Потом иду, напротив меня, иду в паспорт, смотрю, нету миграционка. Миграционка не могу найти. А напротив меня идут двое сотрудники этой, полицейские, да? Ну, они одеты в полицейской одежде. Я подошла, говорю, здравствуйте, извините, а я не могу свою миграционку найти. Мне, по-моему, не дали. Потом одна из них говорит, дайте, пожалуйста, свой паспорт. Я дала. Она открыла, вот ваша миграционка. Я говорю, спасибо большое. Да, они со мной очень хорошо разговаривали, относились ко мне очень хорошо. Еще до того, что паспорт просили, они сказали, пойдемте, там это таможня просим, вам дадут миграционку, там получайте. Потом сначала дайте паспорт, вдруг там это вновь паспорт. Потом она взяла и смотрела, там есть. Хорошо это взяла и сказала спасибо. Это милость Аллах, что я так к себе, такое ощущение, как будто мне ничего не болит, как будто я иду, как будто я падаю. У меня это было как истощение, недомогание, у меня было выгорание, потому что паника человека, как это исчезает изнутри, понимаете, не надо паниковать. После этого я урок получила, что никогда не буду как это, слушать, кто паникует. Они паниковали, да, езжай, быстро забери ребенка, приезжай, что там, это там, ты живешь достаточно, ты получил диплом, приезжай, возвращайся на родину. Да, мои близкие. Потом я иду, там это на очередь мы стоим, а на очередь стоим, я хочу побыстрее как это идти. Я как начали как это принять это, пройти к самолету, да? Меня ожидали, просто мы стояли. У нас это было ожидание, это самолет, это Таджикистан, это в Новосибирск, на другую сторону, 1,5 часа. Мы до того, что проходили все таможни, нигде мы не сидели, просто пришли и стояли на очередь. На очереди стоим. Я хочу побыстрее пройти, очередь побыстрее. Я иду, пройду, человек пройдет. Даже такие, они люди не смотрят даже на меня, они все с телефоном же. Они же не говорят, куда идете. А я пошла, это тихо пошла, даже не смотрю на очередь. Такое это чувство, что даже не замечаю, что это куда иду. Прошла, пришла,
сидела в самолет, потом я как это к себе пришла и говорю, ты что делаешь? Что с тобой? Со мной это все от того, что паника. Паника у человека, как это плохо делает. Поэтому, пожалуйста, будьте это позитивным. Не слушайте никого это. Если вас кто-то так это делает, ну, паникует. Вот это, я уже как это прошло практически очень. Мне ничего не болит, просто как будто я падаю. Я еще по себе говорю, упаду здесь. Как они, кто мне поднимет? Я скорую помощь, кто позовет меня? Ну, люди, конечно, зовет. Я говорю, о Аллах, дай мне силы, о Аллах, дай мне силы, что до самолета дойти. О Аллах, помоги мне, пожалуйста. Аллах же слышит меня, видит меня. С его милости, это я дошла до самолета, сидела, а когда прибыла, где это город, который мы живем, уже нету. Все ушли от меня. Это недомогание, это все хорошо, отлично. Вот так, спасибо за внимание. Ставьте подписаться,